Стол у меня развалился, все развалилось. Удобный навес был. И в дождь навес, под навесом удобно. Осенью под снегом, там, когда снег идет, там, или дождь, вообще лучше навеса ничего нету. Дождь не попадает, снег не попадает. Были бы стены еще, ветер не попадало. Обязательно я отремонтирую перед тем, как уехать. Самое главное. Айда спать. Чего он мне достает? О! Айда спать. Айда. Бах, айда. Тулан потерял хлеб, ну, сухари. И вот и лает. Айда там тоже крутится. Свои сухари спрятала она. Да. Зачем прячешь? Надо ведь, что дали, надо кушать, есть. Был случай тоже. Ну не случай, а в детстве, в школе еще учились вместе. Ну, класс рук. Елена Вальдовна еще была класс руком. И пошли мы как-то зимой в поход. В поход пошли. Я тоже отвел их по старой лыжне, там у деда там тоже, ну, лыжня была. И сходили в поход, костер сделали, помнится. Что-то вроде костра, что получилось, не помню уже. И у кого что есть, угощали друг друга. А я у одного, не помню у кого, изюм был. Изюм, или как правильно? Изюм. И я, короче, угощался этим изюмом. И еще все время у меня большие перчатки, не перчатки, а рукавицы были зимние, вот ватные такие. И я изюм еще себе как запас вложил в эти перчатки. Думаю, будем идти обратно, я буду по пути уже угощаться дальше этими изюмами. Я собирал там, но уже когда обратно собрались домой, у одноклассника руки так онемели, ну, замерзли руки. И я, в общем, предложил эти перчатки свои теплые, рукавицы, получается, ватные. Я отдал ему, поменялись рукавицами, все это дело. И они чуть раньше пошли нас, уже пошли. А обратно иду, и что-то я думаю, что-то не хватает. Я же хотел, у меня же должно быть изюм, а и перчатки, рукавицы с изюмами я отдал товарищу. И вот такая история, в общем. Это к тому, что Айда тоже вот как бы собирает, не сразу вот все съедает, а собирает запас. И я также вот с изюмами угощался и себе запас еще сделал, чтобы по пути этим угощением еще в рот закидывать там, когда идешь ты. И так получилось, что я остался без изюма. И Айда вот так же получается, может быть без этого запаса хлеба. Я в любое время могу отобрать у нее. Ну, вот я заметил сейчас вот утром, когда приехали днем, она хлеб спрятала, а сейчас вот когда пришли, вспомнила и к тому месту пошла и, как сказать,
Сразу начала искать этот хлеб, но я этот хлеб у нее взял. Так. О, вода уже тоже теплая уже становится. На костре быстро все делается. И в походных условиях нет такого, что там, моешь картошку 100 раз или еще. В армии приходилось там картошку кушали вообще немытые там. Все приходилось есть. И здесь особо такой гигиены такого нету, чтобы вот мыть там несколько, ну, перемывать там несколько раз. Нет, там. В походах зараза не пристает. Это 100% проверено. Зараза это там, в больших городах, в общепитах, или как называется. Где варят там, блядь. Из чего варят, что дают, какие люди там варят, может, представления даже не имею. Бывает, там зайдешь в столовую, а там тараканы, как воробьи, блин. Вот так. Ну все, картошка есть. Сейчас еще, как начнет кипеть, сразу добавлю консервы и этот пачковый суп. И все. Мешать, как сказать, в горячей воде нож я не стараюсь. В кипятке, и закалка может там испортиться, если хорошие ножи. В общем, такая история, ребят. Болтаю. Видно, фильм будет многосерийный также. Но ничего, ждали вы этого. Так что получайте. Вторая изба. Когда скрестила лапы, вон, смотрите, какая грязная она. Сторожит территорию, слушает все время. Слушает. Этот-то грызун грызет. Вот так. Ну и кашка тут тоже поспевает потихоньку, не спеша. Вот так вот. Этим мангалом уже 3-й год, наверное, я пользуюсь, как помнится. Как делал, это тоже есть в фильмах у меня. Своими руками, наверное, в плейлистах. Там поход зимний, ну, по Насту, наверное, приезжал. Вот так. Все здорово. За ложкой нам надо идти. Соль вынести, соль и консервы. Чуть-чуть прохладно. Все, тучи надвигаются, вон как затянуло все. Облачно становится, наверное, может дожди будут. Хреново, если будут. Очень даже хреново. Свои любимые, звездочка, куриные. Ай. И консервы тоже свои. О.
чуть-чуть еще добавим соль. А так все в норме там. Ничего добавлять уже не надо. Консервы добавили. Бывают там пачковые супы такие, ну, соленые вообще. И не надо соли добавлять. В данный момент немножко добавим. Одна партия попадалась. Пачковый суп я брал, тоже несколько пачек. И вообще пересол такой там в приправах. Вообще жуть. Невозможно кушать. А это нормально. Еще, наверное, чуть-чуть придется добавить. И каша. Ага. Иди свои сухари кушай. Что ты крутишься тут, а? Энтенбергайда. Придется перетерпеть. Сейчас кашу приготовим, все, кашу. И как остынет, буду кормить вас. Вот такой наваристый суп получается. Ну, я такого нового ничего не варю. Все однообразно. Если дичи нету, пачковый суп такой на скорую руку. Макароны можно там с консервами. Когда какие, когда покупные консервы, когда свои консервы. Когда что. По-разному. Ух, дым идет сюда, блин. Куртку одел. Чуть-чуть прохладновато стало она. Солнце спряталось и прохладно стало. Пускай кипит, сейчас чай заварить надо. Ребенок спит, ребята. Но чутко спит. Глаза приоткрыл. Все слышит. Все слышит. Глаза спят. Ушки слушают. Смотри. Ну, засыпает. Устал, бедолага. Устал. Бродяга. Бродяга. Аккумулятор замигал. Надо подзарядить. Как заметил, я сейчас аккумулятор стал быстрее разряжаться. Угу. Так. Ну ладно, сейчас помигает. Еще может успеем кашку перемешать. Сейчас добавлю еще растительного масла. Растительного масла добавим. Для вкуса. Вот так вот. Вкуснее будет. Кашу маслом не испортишь. Вот так вот. На сливочное масло мне еще пока не подзаработали. Это осенью сливочным маслом будем кормить их. Сейчас растительное масло подойдет. Вот смотрите, какая кашка получается. И ячневая каша, смотрю, быстрее готовится. Ну, уже, можно сказать, готовый. Так что из оптовых складов будем брать ячневую крупу на будущее. Вот так. Еще чуть-чуть. Пусть пока. Так, и суп. Суп уже, вон какой наваристый суп. Суп тоже, можно сказать, готов. Вот так вот. Все. Ну, сырые дрова еще подложил. Пусть горит. Пусть горит. С костром как-то, я не знаю, веселее на природе. Когда у костер горит, шум костра слышно. Я люблю, когда костер горит. Просто сейчас пожароопаснее, чем осенью. Осенью, можно сказать, все время у меня костер горит. А сейчас вот трава подсохнет, весной быстрее там, или пожароопаснее. Короче, если я буду видеть, что
сухо кругом, я, конечно, по-быстрому чай скипячу или сварю что-нибудь и сразу потушу. А сейчас вот после дождей более-менее еще сыроватая земля и терпимо. Пусть так потихоньку пусть горит. По второму уже затопил печку. Сейчас уже буду конкретно топить там уже, чтобы в избушке станет тепло. А утром, когда днем я топил, в общем, ну, одну затопку затопил, там чуть-чуть воздух поменялось и все. А сейчас уже я буду топить, конечно. Чтобы уже ночью было мне тепло, жарко, чтобы было. При открытом оставлю поддувало вот это, чтобы лучше было. Не смог рассказать там, что-то в мыслях было. И аккумулятор сдох, короче. Сейчас подсоединил пауэрбанку. Немножко подзарядить надо. Ветер усиливается и северо-восточный ветер поднимается. Если на восток повернет ветер, это обязательно дожди будут. Я сейчас зашел в избушку. Печка тоже как-то хреново топится. Я не знаю почему. Или там, как сказать, внизу там влажность. Там от земли идет. И все сырое, но от этого может тоже... Ну, ой, блин, как бы показать вам. Какой у меня суп получился наваристый, блин. Ну, невозможно показать. Опа, и еще поворачивается как-то. Вот какой супец. Смотрите, какой наваристый суп, ребята. О. Вкусный суп получился. Самый простой, но вкусный суп. Сейчас немножко покушаю. Силы прибавится. Потому что я с утра практически не ел. Ну, там колбаса и этот чай в основном. А сейчас я плотно буду кушать. Плотно покушаю и свежими силами выйду на работу. Буду работать. Буду там с навесом разбираться. И по ходу буду топить печку, подкидывать дрова. Все с наклоном у меня сейчас. Может, камера с наклоном, и стол с наклоном, кастрюля, все с наклоном, и тарелка с наклоном. Потому что у меня пол стоит вот так. Там на чем лежат доски. Там все приподнялось. Я не знаю, что случилось. Но. Короче, там ледник, наверное, из-за этого все приподняло. Ну ничего. Осенью отремонтируем. До осени пока трогать не буду. Может, еще устаканится. Наверное, уже повторяюсь. Но что я не люблю? Повторяться. Особенно на камеру. Так, соль. В такой банке соль у меня. Удобный ящик. Немножко подсолить, все-таки супер чуть-чуть. Соли не хватает. И туда уже мыши не могут залезть. Везде они шерстят, блин. Кругом на стол, на полку, на потолок. Везде бегают, везде. От них, ну, как сказать. Спасибо, что крылья у них нету. Вообще беда была бы. Но крыс у нас нету. В комментариях обычно я пишу, но крыс у нас нету. Крыс вообще нету. Надеюсь, не будет. Из-за чего тоже какая-то загадка. Может, какое-то растение растет, и крысы из-за этого нету. Может, еще были такие... Говорили мне, что
уран, где-то вот месторождение уран где-то нашли. И собака все время тоже на юг любит смотреть. Как и прошлую осень. В ту сторону все время смотрит. Но пока не лает. Если залает, все, значит медведя. Может просто так слухи, что вот где-то месторождения какие-то. Если были бы, конечно, уже давно копают, ищут и увозят. Вот, чуть-чуть добавил соль. Самое то. В общем, ребята, сейчас у меня обед. Спать уже хочется что-то. Рано встал сегодня. Где-то 2:30 было. Ой, 2:30 было встал. 3 часа уже. Мы выехали перевозить вещи. Такая картина. Но зато никого не было из людей. А если днем ты идешь, все время спрашивают, куда идешь, зачем идешь, далеко идешь. Вопросов куча. Каждому надо отвечать, чтобы не обидеть. Вот так. А уже ночью я поднялся, никого не видел. Может, кто-то видел меня с окна, но на улице никого не было. Вот. Матрас надо еще постелить. Ночлег приготовить. Главное, крыша не провалилась. Второе бревно поставили и выдержало все. Угу. Обычно прошлую зиму тоже охотники зимой здесь были знакомые. И они вычищали вот этот навес мой. Убирали. А в этом году вот их тут не было, и я тоже не приезжал. Хотя надо было зимой тоже приехать или прийти, почистить. Оплошность такая с моей стороны. Вот теперь работы там. Ну, если работать часа 3 уйдет, не меньше. Может и больше даже. Не знаю, сегодня успею, нет. Во-первых, надо 3 бревна мне, 1 стойку, 3 переведенные или как там. Опа! Тулан у меня на воле. Что-то цепь порвалась. Ну. Или карабин там вышла, ну, отцепилась. И еще гвоздидера нету вообще у меня, чтобы старые доски выбить оттуда. Сейчас выйду. У меня тулан гуляет. Ну да, карабин там открылся. Цепь там остался. Вот так. Короче, продолжение следует. Сейчас я обедаю. И надо тулана на цепь посадить, кашу посмотреть. Уже что-то проясняется. Установил 3 столба. 3 столба. Один там уже сломан. Сгнило вообще. Опа, это стойка. Вообще труха. И тот столб тоже слабоватый. Я, пока оставил. И думаю, вот кору не убрал, вот эту кору. И из-за этого она гниет быстрее. С 2 сторон кору убрал, а основную кору я оставил. Ну вот, видишь, все равно, видимо, не помогает. Она быстро гниет. Так, ну что тут? Ой. Еще длинное бревно одно сломано.
длинное бревно. Но это еще может пригодиться или я не знаю. Это придется, наверное, выкинуть все-таки. Доски под рубероидом, ничего. Все свежее. Так. Все-таки один столб мне нужен. И одно переведено, или как же оно называется, на длинное бревно, в общем. Так, что же делать? Еще все уберу, разберу. А там, блядь, и все. Зачем я вот все доски прибил? Вообще не надо, наверное, прибивать. Такие, здесь такого сильного ветра нету. Ну, наверное, через одного, может, я прибивал. Надо посмотреть. Самые крайние доски надо прибить. И как только рубероидом закрыть, все доски одной доской так прижать, и все. Никуда он не денется, не улетит, ничего не случится. Лишние гвозди, лишняя работа. Вот сейчас вот вытаскиваю все это дело, блин. Он наблюдатель. Наблюдатель смотрит. Тула. Наблюдает. Сейчас я у него смотрел в пасти, и там, короче, один клык, молочный клык уже упал. Ну, видно, все, время пришло. Сейчас, если смогу, покажу еще. Ну-ка, Тула. Ну, все. Вон, слева, вот видите, два клыка рядом. Два клыка. А здесь справа уже все нормально. Ну все, терпи. И этот клык тоже уже кровоточит, наверное, хочет отойти. Наверное, упадет. Вон, видите, надеюсь, видно было. Видели. Но справа уже, или, ну, один клык, в общем, уже упал. Ну-ка, вон. Во. Видели? Два клыка рядом. Но этот молочный сейчас уже выпадет. И с другой стороны уже упало. Все нормально. Всему свое время. Кашу съел он уже. Айда не хочет кашу. А Туланчика накормил кашей. Сейчас еще воду надо принести. Пусть сухари грызет. И сухари они твердые. И молочный клык, наверное, когда твердые, костей нету, а твердые сухари он грызет, и молочный зуб сама будет шататься и выпадет. Не надо никакому врачу отводить собак. В городе, я думаю, в таких ситуациях уже идут к ветеринару и удаляют зуб за большие деньги. Хотя природа, она сама. Но в моей практике я первый раз такое замечаю, вот, чтобы два клыка рядом было. Много собак было, но такая фигня первый раз. Айда зубы меняла, она вообще, у нее аппетита вообще не было вообще. Айда нельзя. Аппетита вообще не было. И думаю, я уже думал, в общем, что Айда не выживет. Она уже с ног упала там, не ела, не пила, вообще полуживая была. Потом вот как-то все перенесла тоже, все это дело. И новые зубы тоже вышли. И все в порядке. Этот боец как-то по-другому. У него вон зубы молочные, а рядом клыки вот вышли. Да. Ну-ка. Вон он. Два клыка, видели? Сейчас, наверное, отчетливо было видно, как два клыка. Ну-ка. Где? Фотографию сделать хочу и не могу. Вот волчара, блин. Вот волчара. А я тоже вот кашу дал. Сейчас покажу. Чтобы не говорили, что собак не кормлю или еще. Так. Немножко кашки. Ну, чуть-чуть, вот половину только она съела. Чай. Укусить нет. Чай. И каши дофига еще осталось. Дофига. Вон. Целая кастрюля. И ячневая каша, ребята, оказалось, что варится она быстрее.
намного быстрее, чем перловая. Так что буду иметь в виду и в дальнейшем буду кормить собак ячневой кашей. Это в тайге. А дома корм совсем другая. Там и остатки еды до хрена остается с дома. Не голодают вообще они. Гвозди оказались, я вообще сейчас гвоздей не привез, а в амбаре там гвоздей дофига оказалось. Запас был. И тут 90 гвоздей. Здесь, короче, сломано вот 3 доски было здесь. Столик такой. Одна доска сломана, вон. Одна доска. Также придется пилить, делать новые доски. И ну, это бревно тоже уже не ахти. Но еще прослужит пару лет, а потом уже будем менять. Так, ну, в общем, дальше работаем.